Здравствуйте! И вновь с вами проект «Испытано на себе» Якутия-24 НВК Саха, Евгений Никифоров. И сегодня мы с вами поиграем. Звучит здорово, интересно, но это будет не просто игра, не просто игры, а якутские национальные настольные игры. Что же это такое, насколько сложно в них играть, сможет ли научиться человек, не имеющий никакого опыта в национальных играх, этому обучиться за эфирное время передачи, узнаем сегодня. Погружаемся в мир якутских настольных игр. Испытано на себе. Вау, выглядит все просто удивительно. Здесь такая атмосфера. Посмотрите, какие ловкие у ребят руки. Я не знаю, получится ли у меня что-то сделать сегодня, но выглядит это очень сложно. Насколько это сложно на практике, узнаем сейчас. А для начала познакомимся с тренером Евдокией Николаевной Гоголевой, которая нас расскажет нам, что же такое национальные настольные игры. Испытано на себе. Евдокия, здравствуйте. Очень рад попасть в ваш спортзал, тренажерный зал. Расскажите, какие бывают настольные национальные игры? Вот наш национальный вид спорта, да, и мы работаем, открылись 2023 года. И вот на данный момент у меня занимается 255 студентов, да, из разных факультетов и институтов. Ну, настольные игры это хаблык и камушки. Камушки там у них 7 видов. И сегодня мы с вами испытаем эти игры, попробуем, узнаем, насколько это возможно для человека, который никогда этим не занимался. Как думаете, сложно или научиться за время эфира передачи получится? Ну, я не знаю, да, я вот, например, сама занималась легкой атлетикой, и вот 4 года назад я, так же, как и вы, испытала на себя играть вот этот вид спорта, и мы открыли, да, кружок, секцию вот якутских настольных игр. Ага. Да, я как, ну, за один день я не могу сказать, да, надо научиться. Придется походить. Придется походить, придется тренироваться. Я дома, да, после работы также дома занималась. Там, на кухонном столе. Прямо играла вот так. Подбрасывала вверх, да, я вообще не умела играть. Ну вот постепенно уже, да, пальцы уже как бы уже привыкают, да, уже чувствуешь инвентарь и уже, да, можно играть. Но зато есть огромный плюс, я смотрю, не нужно какого-то оборудованного помещения. То есть достаточно ровный стол небольшой, метр на метр, и уже можно тренироваться. Да, да, да. У нас инвентарь, да, стол и вот, например, да, это лучинки и камушки. Так. Все, никаких вот этих не надо. Ничего тяжелого таскать не тяжелого надо, ничего покупать дополнительное. Да, дополнительно ничего не надо. Сумочки, как косметичка, да. Да, Можно компактно, удобно. Можно носить с собой и играть. Здорово. Ну Ага. что ж, выглядит очень несложно. Попробуем приступить, кто сегодня будет моим наставником. Вашим наставником будет, да, Андреева Милена. Так. Да, подойди, Милена. Ага, Милена, она студентка 3-го курса. Она сама представит себя. Хорошо. Она у меня занимается с 1-го курса. Она уже сейчас 3-й курс. То есть она уже профессионал в настольном. Она уже, да, профессионал. Она тоже как, да, сама вообще не умела, да. Испытала на себя вот этот вот вид спорта. И сейчас она уже умеет играть. Прекрасно. Ну что ж, сейчас я разомну свои руки. Видимо, пальцы это самое основное, что здесь понадобится. И мы начнем. Будет интересно. Испытано на себе. Итак, Милена, здравствуйте еще раз. Добрый Давайте посмотрим, с чего нужно начать. Что для меня будет проще, как для новичка? С камушками заниматься или вот с палочкой? Я их буду называть просто палочки и камешки, потому что сложно выговаривается. Вот с чего, на ваш взгляд, лучше начать? Ноги должны быть на ширине плеч, и игрок перед началом игры, да, он не должен касаться стола, Так. ни бедрами, ни животом. И, например, вот так встать и
берет на руки каблук, вот так. И расстояние рук от стола не должно быть не менее чем на 10 сантиметров. Да. И вот каблук должен быть вот от этого пальца по длине каблук должны быть. Так. И руки держим, пальцы держим напряженно, чтобы каблук, они не упали, можно сказать. Поддерживаем, Да, получается. поддерживаем. И для человека, который только вот начинает играть, да, можно не сразу с 30. Ну да, вот мне кажется, такое Тут огромное 30, да, количество. тут 30 штук, Вот длина это да. составляет 16 сантиметров, а вот ширина 9 миллиметров. Вот. И сначала можете начать вот с одной штуки, чтобы почувствовать вес каблук. Просто привыкнуть. Да, привыкнуть. И вот так вот можете попробовать, например. Вау. Так, ну вот Сначала. одна штучка, это то, что мне нужно как раз, можно даже дальше не двигаться. Да. И постепенно будем прибавлять. Вот. Ага, так, то есть задача, И вот так на открытой ладони, потом вот так переворачиваем и одну вот так вытягиваем. так, ага, ничего себе, смотрите, вроде бы ничего сложного, друзья, но смотрите, она должна вот в любом положении упасть на пальцы. Да, главное, чтобы должна лежать вот здесь, вот так. И вот. Должны поднимать. Вот это да, Вот. вот это да, Получается почти. смотрите. Это вообще возможно? Пока вот так сделайте и вот вытяните. Попробуйте так. Да, почти так. Подбрасывается и вылавливается. Да, вот так. Ага, Между вытягивается. указательным пальцем и между большим. Вот так. Так, вот. Это вторая часть упражнения, мы начнем с конца, потому что это, на мой взгляд, немножко попроще. Вот. Так, понятно. Потом Ну давайте попробуем все-таки, я хочу одну палочку. давайте. Оп, так, и вот так. Вот, да. Потом прибавим вторую. Так. Молодцы. Да, так держать. Вторая палочка. Кладем их вот, Вот. так. И уже одну должны А вытянуть. нужно будет во второй стадии Вот так выдернуть одну вытянуть. палочку. Да, только одну. Ой, почти. Ого, слушайте, да, это непросто, неплохо. да. Да. Так, соберись, Можете соберись. попробовать. Так, расстояние здесь, напоминаю, должно быть не менее 10 сантиметров. Да. То есть нельзя вот так вот держать, нужно... Нужно держать так. Если одна палочка упала, Пойдет? то это уже... Начинаем заново. Начинаем заново. Начинаем заново. Так, Неплохо вообще. неплохо вы считаете? Да. Спасибо. Друзья, если это неплохо, то что же делают реальные мастера? Это просто страшно представить. Так, оп, Вот. нельзя ловить две палочки. Нет, нельзя только одну. А когда их 30, как это возможно вообще? Я даже не представляю, насколько это реально, но все приходит с практикой, да? Да, с опытом все равно приходит. Вот. Сначала. Вот. Вот это да. Так, так, Ага, вот. Можете третью. 3, Да. так. Вот. Вот. И вытянули. Вот вообще, если честно, со стороны кажется, что это очень-очень просто. Что может быть проще, чем подкинуть палочки? Но вот когда ты с этим сталкиваешься в реальности, Это намного сложнее, это да? прям вообще нереально, мне кажется. Ну, попробуем. Оп. Почти. Так, почти, Вообще да, неплохо. это уже Очень хорошо. Так. Вот слушайте, вот это, по-моему, действительно та вещь, которую нужно практиковать, практиковать и практиковать. Да, Вот в свободное конечно. время дома, да, вы, наверное, приходите и хоп-хоп, пока там ужин готовите. Да, нужно систематически все равно каждый день Потому что заниматься. мышцы, вот это вот чувство равновесия палочек, Да, конечно. это да, это прям... И обратите внимание, это всего 3 палочки, а их 30 участвуют в игре. О, Вот. Вот. Очень Так. хорошо получилось. Давайте добавим четвертую. это, по-моему, вообще уже высший пилотаж. Итак, 4 палочки, оп, оп, чуть-чуть, совсем Чуть-чуть. немножко не хватило. Да. Так, ну-ка давайте посмотрим, Вот. как это мастерски Вот. делают люди, которые уже давно этим занимаются. Так, ну что ж, сильно. Слишком высоко.
Так, это все нужно делать плавно, Плавно, оказывается. да. Нужно почувствовать. Нужно почувствовать, да. Так. Вот можете это поймать. Вот, то есть можно любую из палочек. Да, любую, которая, Какой был шанс? Так, ладно. чтобы самому было удобно. Удобно. То есть та, которая ближе лежит к указательному и к большому Да. пальцу. Да что такое? Почему? В чем дело? Может быть, здесь дело еще в руках? Нужно какие-то руки, пальцы длинные, не знаю, там ногти. О, хоп, оп. Ура! Почти получилось. Да, почти. А очень хорошо. чем больше палочек, тем сложнее, по идее, да, видимо? Да, по идее, конечно, сложнее будет. То есть 30 это высший пилотаж, прямо максимально, да? Есть люди, которые могут вот бесконечно жонглировать 30 палочками? Да, конечно, могут вообще не уставать и, несмотря на время, они будут играть и Вау. играть. Так, ладно, давайте повысим уровень до 5-го. Давайте, 5. попробуем. Давайте я посмотрю еще раз, отдохну, мне надо отдышаться. То есть представляете, насколько это энергозатратно? Вот, вот и вот. Так, вообще очень просто. Вот, вот, ну и вот, как говорится, результат. Или можете сейчас вот так попробовать Кстати, да, и вытянуть и одну. вы подбросить их и вытянуть одну. Да, одну подхватить. Почти. Так, это читерство. Читерство, но, кстати, да, вот научиться выхватывать, мне кажется, это тоже в этом что-то есть. Что-то есть, Типа да. такого, да. Чтобы прям почувствовать хорошенько. Да, да. А если схватилось две, правилами не запрещено вот так вот быстро сбросить? Или все-таки нельзя? Все-таки нельзя. Заново начинаем тогда. Так, Вот так. давайте все-таки Так. попробуем их подбросить. Вот. Ну что такое? Почему они разлетаются? Вот. Так, лайфхак. Чем шире вот так вот Чем делается, шире, тем больше шансов, что они не упадут. Да, вот чтобы вот фиксация была. Понятно. Так. Руки держим напряженно, чтобы все это вот здесь Если было. чуть-чуть ослабить чтобы не палец, то не- рассыпалось. Так, вот видите, уже тонкости появляются. И вот что-то типа такого. Да, что-то понятно. Так. Вот. Оп. Да. Можно Ага. засчитать. Так, все, понял. Вот Да. эта вот позиция с напряженными пальцами, оказывается, она гораздо Эффективно. эффективна, да, она облегчает. Оп. Вот видите, 4 из 5. Это уже хорошо. Уже хорошо. Да. Фу. Жалко, что у нас короткая передача, иначе бы, я думаю, что вышел бы отсюда мастером, если бы мы часа 3-4 позанимались. И оп. Вот, опять-таки. Вот. Кажется, 4 мой максимум. Вот, видите, опять. Давайте в обратную сторону. 3, 2, Давайте. 1. Так, шучу. Вот. Оп, Вот получилось. ура! Отлично. Так, Давайте еще хорошо, добавим. давайте шестую. Вот. Сейчас Сперва, покажу. как обычно, смотрим, как это Да. должно происходить в идеале. Вот. Ого. Вот. Так, вот это да. И Оп. Да, вообще хорошо. фух, Можно засчитать. фу, можно засчитать. Да. Я вспотел, представляете? То есть сколько было видов спорта, мы снимали бег, там какие-то силовые упражнения, нормы ГТО, но Ну, так вроде я вот не уставал. Вроде Рука стоите, дрожит, вроде стоит. такие прям телодвижения не Да, делаешь, но да. все равно вот какая-то напряженность. Вообще, мне кажется, это нетипичные движения для обычной жизни, потому что мы ведь в обычной жизни так не занимаемся, поэтому вот эти вот тренировки, они для большинства людей нестандартные немножко. Да. Здесь главное немножко практиковаться. И оп, вот опять-таки почти Да, получилось. Почти. Так, и оп. И Оп. одну. А, Чуть-чуть. боль. Вот что-то типа такого. Да. Вообще, наверное, мой максимум это 5 палочек, но хотя сейчас мы попробуем. Вот. Ну, Надо было почти. подкинуть, да, все-таки? Да, То есть- все-таки нужно было подкинуть, но все-таки это хорошо. А теперь давайте посмотрим на смертельный номер, как можно подбросить и поймать 30 палочек. У меня пока отдохнут руки, а вы полюбуйтесь, как это делают профессионалы. Сейчас попробуем.
Вот это да. Вот, бросаем вперед. И пока не дойдет до одной палочки. Да. Пока не дойдет до одной палочки. Что-то мне подсказывает, что их чем больше, тем легче. Они друг друга прижимают. Нет, неправда? Ну, можно и так сказать. Ну, кому как. А так нормально, когда вот играешь со всеми. Вот это да. Подбрасываем. Ну, я сама хабуки хамстой вот занимаюсь уже 2-й год. Ну да, это довольно большой срок, действительно. Чувствуется сразу опыт. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6. А вот мой уровень, 7 палочек. Да, это действительно какая-то полумагия. И когда вот остается 5 штук, вот вы посмотрели, осталось 4 штуки, да? 5-ю, ну, до этого я обычным способом сводила. А когда вот осталось 4 штук, мы просто делаем вот так и бросаем вот одну. И так То вот есть просто нужно чередуем. поймать и Да, сбросить. вот так вот чередуем. Так, так, вот. И последнюю мы должны словить вот так. Вот это да. Так, а давайте-ка я попробую чуть большее количество, например, штук 10, 11. Давайте. Мы проверим теорию о том, что чем больше палочек, тем они как бы легче приземляются. Вот уже вес такой чувствуется. По идее, они должны друг друга прижать, и должно быть таким образом, может быть, чуть полегче. И вот Вот. смотрите, да, получается, всего лишь одна упала. Так, сейчас пробуем еще раз. И оп. Да, без практики здесь тоже не обойтись, но когда у тебя в руках такой Да. вес прямо солидный, уже кажется, что все попроще. И вот, смотрите. Но как добиться того, чтобы они лежали вот ровной стопочкой? Вот в чем И вот так быстро собрать. мастерство. Да, и все быстро собрать. Да. Потому что это все на время. Нужно быстро Фух. двигаться. Ну что ж, Неплохо. спасибо. Обязательно Спасибо, получится. да, обязательно получится. Главное практика, Да. практика, практика. Так, сегодня же вечером покупаю комплект. Дома буду тренироваться. Всех домашних выгоню из комнаты. О, смотрите. Вот. Не скажу, все у меня. Очередная 2-часовая тренировка. Сяду на кухне и будем отрабатывать вот эту вот схему. Вот. Ничего, еще Это, попробуем. да, это действительно непросто. Фух. Да как? У меня же даже рука просто больше. Физически она должна больше палочек ловить. Все дело еще и в мастерстве. Фу. Вот, смотрите, берется одна палочка, опа. Вот, и она ловится. Вот это вот нормально. Вот это я... Оп. Вот это я понимаю. Оп. Да что такое? Ну не поддаются. Бывает такое, знаете, вот просто нет предрасположенности. Человек может, например, там бегать хорошо или прыгать, а вот просто палочки, деревянные палочки, они ему не подвластны. Главное настойчивость. И Да. нужно идти до конца.
Пока руки не отвалятся или пальцы не онемеют. Вот. Да, очень хорошо. Спасибо. Круто. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А может сейчас попробуйте все 30 штук? Давайте, да, попробуем. Вот Давайте. сейчас представим, что я добрался до такого вот прям рекордного количества палочек. Здесь 30 палочек, друзья. Прям вес такой ощущается серьезный. Вообще, наверное, тут секрет еще в правильном их расположении. Итак, раз, два, три. Ух ты! Вау! Теперь нужно одну из них вытащить Да. успеть. Вот, очень хорошо. Ура! Вот надо было начинать, знаете как? Не с одной, а с 30. Постепенно Сразу, уменьшая, да? 30, 29, 28. Давайте еще раз закрепим это достижение. Давайте. Так. Так, 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 так. Так. Та-дам! Ну вот почти, смотрите, вот Почти, так вот да. вообще не должно быть, такое вот гнездо, это неправильно. Но из 30 несколько упало, Да, это что- уже неплохо, но, наверное, нужно будет перебрасывать, ну, в случае соревнований. Да. Так, пробуем еще раз. Попробуем еще раз. Вот. Вот, так, вот это мы вырежем, так, этого не было. Ой, вот. А Неплохо. нужно ловить все одной рукой. Если вдруг случайно участник поймает другой рукой, это вообще не засчитывается, это сразу провал. Да, нужно То есть вот будет рефлекс занять. такой, да, отлетело. Да. Так, итак, еще разочек, третий раз пробуем с 30 палочками. Потом, конечно же, в передаче мы выберем лучший момент и покажем в замедленной съемке, как это все красиво происходит. Поэтому мне нужно постараться. И... Вот. Не то. Фу, мне нужно отдохнуть. Нам нужен тайм-аут, друзья. Это очень захватывающе интересно. Мы обязательно сейчас вернемся через 1 секунду. Спасибо за первые обалденные эмоции в мире национальных настольных игр. Испытано на себе. Ну что ж, друзья, следующая игра заключается в ловкости рук, подбрасывании и ловле вот таких маленьких кубиков. Размер кубика примерно около сантиметра, у него грань, и нужно их очень быстро и ловко ловить. Причем не просто так, а согласно определенным правилам. И сейчас Милена расскажет нам, какие правила есть в этой игре, сколько видов этой игры существует, потому что я знаю, что есть и сложные, и простые. И еще одна участница, между прочим, мастер спорта, покажет, как это делать правильно. Итак, что представляет собой, собственно, игра «Хамуска». Сначала мы вам сейчас покажем обычные судорогу камушки. Тут должно быть камушек 5 штук. И вот этот вид состоит из 6 этапов. Так. Вот. Всего по камушкам есть виды как тангсут, кюрегей, умсах называется, сулус и еще есть троеборье. Вот. Для начинающих, которые вот только-только начинают играть, мы покажем вот судорогу, Это для обычные камушки. Вот. Так, И хорошо. Шамадина сейчас вам продемонстрирует, Так, теперь давайте все внимание на руки, смотрим. подбрасывает, ловит. Сначала нужно подловить одну. Потом По 2. по 2, да. Потом по 3 и одну. Подбрасывает. Камушки должны находиться на уровне глаз. Вот все ловит. И это последний этап. Какой именно подбрасывать, какие собирать, не важно. Главное, чтобы это делать в определенном Да. порядке. И когда вот играете, камушки, когда вот игрок, например, вот так, берет одну же, да, вот так вот, схватывает, между камушками вот так, они не должны друг друга касаться. То есть нужно Если ни рукой, коснется, ни то, камешками их да, касаться. то нужно будет начинать заново.
Таким образом, если их бросить более разрозненно, то больше шансов получается. Но Да. сложнее хватать, потому что они будут дальше друг от Ну, друга. нужно вот Недалеко. так, спокойно, да. Чтобы вот так вот словить. Можете попробовать. Ну что ж, это выглядит даже легче, чем с палочками. Выглядит легче. Насколько это сложно, узнаем прямо сейчас. Сперва просто рандомно бросаем камешки. Берем один, да. подбрасываем, собираем, В откладываем в сторону. Да, откладывайте в сторону. Подбрасываем, собираем, откладываем в сторону. Подбрасываем, собираем, откладываем в сторону. Подбрасываем, собираем, откладываем в сторону. Да. Потом наша задача, снова бросая, собирать по две. По две, да. Вы заметили, что у меня лучше получается? Смотрите, вот это прям мое. Вот я чувствую, что это... Так, бросаем. Бросайте. Берем один. Руки должны быть вот так. Вот так. В идеале вот так. Ну вот, видите, На все соревнованиях. усложнилось, да. Тут вот я прям помогал магически. И Хорошо. вот ноги не должны касаться стола. Да. Все-таки нужно держать дистанцию немножко. Понятно. И оп. Вот. Ага. Так, дальше. Теперь 3 и 1. Да, 3 и 1. Вот это вот не очень правильно, да? Да, можете заново. Понятно. Смотрите, вот вроде бы, да, на секундочку, просто кубики, но столько нюансов, то есть от того, как правильно ты их бросишь, зависит, в общем-то, ну, твоя победа либо не победа. Потому что если они скучковались, то это неверно, то есть это уже перебрасывание Да, получается. нужно перебрасывать. Если они у вас распределились слишком далеко, то есть шанс просто не успеть их схватить. Должен быть какой-то баланс, вот что-то типа такого. Да, абсолютно верно. Фу, вот видите, в теории это всегда очень хорошо звучит. Посмотрим, как это на Ага. практике. Итак, теперь мы должны поймать 3. А выбирать можно изначально любой. Да, любой. Хорошо. Можете сразу 3 или 1. Ну вот видите, смотрите, они так упали, что 3 выхватить будет тяжело, но мы попробуем. Почти. Вот, о чем я и говорил, слишком далеко расположенные. Давайте пробовать еще раз. Бросим более удачно. Вот, берем один, бросаем. Раз, два, три, 4. Так, 4. Откладываем и просто один также добавляем. Ну, вы уже коснулись, поэтому нужно будет начинать заново. Вот это тоже очень сложная комбинация, но мы все-таки попробуем. Чем выше подкинешь камешек, тем больше у вас будет шансов и времени собрать остальные. Вот, отлично. Теперь мы их выбрасываем. Да, И откладывайте в собираем сторону. один, оставшийся. Да, отлично. Ура, все, спасибо. Всем спасибо, до свидания. Я пошел. Так, слушайте, здесь тоже требуется отработка, требуется прям реально тренировка, потому что камешки, в отличие от палочек, каждый раз они ложатся по-разному. По-разному. Нет четкого какого-то их распределения, поэтому когда вы бросили один раз, это может показаться вам легко. Бросили второй раз, может показаться совсем по-другому. Вот. Видите как, когда мы собираем уже по 2, здесь тоже есть свои нюансы. Раз, два. И это, кстати, заметьте, это яркие камешки на фоне серого стола, их видно. Вот Да. я вижу здесь у ребят есть более такие неконтрастные, да, менее заметные. И Деревянного здесь уже цвета, да. четкость зрения тоже решает. Итак, мы остановились на двойке, на по 2. Вот смотрите, как здорово они легли. Берем и их просто ловим вот так. И оставшиеся 2. Оп, Да. все, супер. Они сделаны из березы или делают из лиственницы. Они намного прочные и вот очень удобные. Вот. А бывают вот прям каменные камешки? Или все-таки там Каменные. на соревнованиях есть ограничения по материалу, по весу? Все-таки есть ограничения по весу. Вот они вот стандартные. Деревянные должны Да, быть деревянные. обязательно. И вот такими же камушками мы играем на соревнованиях. И также вот тренируемся. Самое простое, без всяких финалочек, без всяких изысков, просто выбросил вот так вот, оп, 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 оп. Ой-ой-ой. Так. Ошибочка. Бросаем. И как показала Милена, ловить лучше на уровне стола. Ну, возможно. Опа. Да. Да, Как действительно, вам так удобно. немножко полегче. Вот. Вот. Так. Чем выше вы поднимаете руку, тем, видимо, сложнее. Кстати, смотрите, здесь еще мне прямо в глаза бьет прожектор. Вот как бы обстановка на соревнованиях, наверное, должна быть соответствующая, да? То есть ничего не слепить, Нет. ничего
Да, там мешать. цвет, конечно же, Имеет обычный, значение. да, имеет значение, обычный цвет, и ничего там не будет слепить в глаза. Понятно, ну да, это действительно, потому что вот, смотрите, видите прожекторы, и вот прямо вот эта сложность увеличивается сразу в 4 раза. Так, теперь по 2. И оп, Ну, и вот. перебрасываем. Вот, спокойно. Вкладываем в сторону. И почти. Почти. Да. Почти. Но вот почему вот эти маленькие кусочки дерева, эти маленькие палочки не поддаются моим рукам? Да все потому, что руки не натренированы. Вы можете писать, вы можете собирать лего, вы можете что-то делать еще руками, но когда совершенно новое действие для вашего организма, для ваших рук, смотрите, как это сложно. Это не потому, что не получается у меня, а это потому, что нужно тренироваться, потому что действительно новый навык, он всегда какие-то сложности имеет. И чем больше вы будете тренироваться, тем быстрее и четче вам будут повиноваться вот эти маленькие деревянные кубики. Испытано на себе. Милена, я знаю, что существует целая федерация национальных настольных игр. Расскажите, пожалуйста, про нее чуть поподробнее. Да, у нас Федерация национальных настольных игр существует с 1992 года. Его основал заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, спортсмен, неоднократный чемпион Республики Саха-Якутия по хаблоке Хамска Андрей Иванович Донской. Именно он стоял на истоке возрождения хаблоки Хамска. Сейчас президентом Федерации является основатель компании «Камелек» Ольга Григорьевна Григорьева и исполнительный директор Анжела Тимофеевна Андросова. И по сей день Федерация работает уже 34-й год. Ого, это большой срок для Федерации настольных игр. За это время наверняка есть чемпионы, мастера спорта. Примерно в каком количестве есть профессионалы существуют? Если говорить про статистику, то по всей республике у нас занимается около 6 тысяч человек, даже больше. И среди них это дети дошкольного возраста, школьники, взрослые люди и, конечно же, мы студенты. Студентов в СУФУ занимается около 250 человек. По всей республике, если посчитать студентов, то выходит больше 500. Ого, студентов. это большое количество, если только студентов имеется в виду. А насколько часто проводятся чемпионаты и есть ли выездные? Может быть, республиканские, скорее всего, есть, а вот на федеральный уровень, может быть, где-то в каких-то российских городах проводилось уже? Сначала скажу про мастеров спорта. По всей республике мастеров спорта у нас 53. Среди них мастера спорта Ассоциации Сахада Спорт, их 20. И 11 человек – это люди с ограниченными возможностями здоровья. Если говорить про соревнования, то, конечно же, у нас соревнования в основном проводятся у нас в республике, республиканского уровня, да? Разные чемпионаты бывают, но на всероссийском уровне пока что не так уж и проводится. Немного. Да, все-таки в основном у нас в республике. Да, все-таки это национальные виды игр, то есть, в каждой республике, в каждом регионе наверняка что-то есть национальное, и именно здесь, в родном регионе, конечно же, удобнее всего заниматься, проводить соревнования, взращивать профессионалов, мастеров спорта. Казалось бы, совсем простой, на первый взгляд, вид игр, вид национальных игр. По сути, это вид спорта, можно сказать, даже в каком-то роде. А ведь настолько интересно, столько всего происходит. Это чемпионаты, это мастера, это огромнейшая многолетняя история национальных игр. И я очень рад, что сегодня у меня появилась возможность попробовать испытать на себе, что же это такое, то, что все мы, многие видим лишь по телевизору, в программах новостей, в каких-то спортивных программах. На самом деле все не так просто. Ведь, с другой стороны, что может быть проще, чем подбрасывать просто камешек из
кубик из дерева, но когда это нужно делать быстро, четко, профессионально, здесь совсем другие навыки. Прекрасная сегодня была передача, прекрасные наставники показали, рассказали, я воодушевился, и кто знает, может быть, я куплю себе пару наборчиков с палочками и с кубиками, попрактикуюсь, и в следующем выпуске мы снимем, как можно играть по-серьезному. Спасибо большое. НВК Саха, Якутия 24, Евгений Никифоров, национальные настольные игры. Смотрите нас. Испытано на себе. Надеюсь, вы не думаете, что игра в Хамыска ограничивается всего лишь одним видом, одной дисциплиной. Их существует несколько, и они друг друга сложнее. Об особенностях, о существующих дисциплинах в этой игре расскажет нам студент естественных наук, факультета естественных наук, будущий химик Ким Федоров. Здравствуй! Здравствуйте. Покажи, какие существуют виды. Я знаю, что их довольно много, и все они очень-очень сложные для меня. Ну, Поэтому просто существует посмотрим. 5 видов. Тонсур 5, тонсур с 7 камушками, слус, гёргай, умсах и все. Но я еще покажу тонсур 5 по 5 камушками. Так, давайте посмотрим. Воу, вот это да. Так, существует ли еще что-то сложнее? Еще есть с 7 камушками, Так, но это посложнее. давайте посмотрим. Вау. Вот это да. Прошу обратить внимание, это была не ускоренная съемка, не ускоренная запись. Это в реальном режиме времени. Вот так вот должен работать профессионал. Это вот прям максимально. Вот смотрите, он тоже запыхался. То есть это вам не просто так устало стоять, камешки подкидывать. Это энергия, это масса физической активности. Это максимальная сложность. Или есть еще что-то, когда нужно делать какие-то вообще невообразимые трюки? Но есть еще, это как называется? Симсад арбан называется. Так, Я покажу. Ну, вот это вот финальный босс. Давайте посмотрим. Вот Должно так выглядеть вставляю. очень круто. 8. Так. Вау. Да ладно! Вы видели? Вы видели? Вот это да, вот это уровень. Хорошо, что наша передача подходит к концу, и мне не придется испытать на себе вот это вот волшебное действие, но, по-моему, это действительно заслуживает восхищения. Тренируйте свои руки, тренируйте свою общую физическую форму, занимайтесь национальными настольными играми, становитесь крутыми, такими же, как Ким, такими же, как ребята, которых мы сегодня здесь увидели. Пока-пока!